Сегодня Татаро-Башкирский культурный центр в Ростовском общественном собрании встречается с президентом Республики Татарстан и губернатором Ростовской области Василием Юрьевичем. Татарская общественность уже получила медали от имени Министерства культуры Республики Татарстан, Всемирного конгресса татар. Также президент Рустам Нургалиевич наградит наш актив и наших членов благодарственными письмами от имени президента Республики Татарстан. Это мероприятие для нас значимо, потому что сегодня мы имеем возможность поднять те самые вопросы, которые нас, донских татар, беспокоят, которые издавна уже живут на Донской земле. Эти медали и почетные грамоты даны за тот вклад, который они принимают в работе нашего общества. Все мы знаем, что общественная работа, она безвозмездна, и люди всегда тратят энергию, силы, нервы и свои материальные средства для того, чтобы какое-то событие, какой-то праздник в общественной жизни донских татар состоялось. Вот за эти заслуги сегодня они были награждены. Заслушивание проекта «Стратегия развития татарского народа» и пригласили руководителей двух федеральных округов и в здание академии. Василий Владимирович, был очень теплый прием, отношения, но мы посмотрели, как у себя дома, спокойно, в общении, обсуждении, рассуждении. Очень здорово было. И вот именно в Сабантуй в этом году мы в Дагестане провели Южный Сабантуй и пригласили из двух федеральных округов Южного и Северо-Кавказа 12 наших активов автономии по субъектам федерации. И на следующий год эстафету принял Ростов, и вот сегодня уже Василий Ильич этим активно занимается. Я думаю, с разрешения Руслана Ильича и мы район закрепим, и Конгресс будет работать, и то, что правительство будет поддерживать, мы проведем на очень высоком организационном уровне. Огромное вам спасибо. И как раз уже слово Василию Васильевичу, короткий доклад. На сегодняшний день татарское сообщество Ростовской области активно принимает участие в жизни, общественной жизни Ростовской области. За 2018-2019 год приняли участие в более чем 60 проектах. 15 интерактивно-мультимедийных выступлений в школах и институтах, 20 областных, 30 муниципальных мероприятий, а также 20 межнациональных мероприятий, которые организовывали наши другие национальные автономии. В 2018 году нашим обществом было арендовано помещение на улице Крепостной, где мы организовали воскресную школу. Я всегда был противником, чтобы мой родной язык превратился в кухонный. Я всегда говорю, и сегодня утверждаю, не надо гордиться тем, что мы знаем много иностранных языков. Надо стыдиться того, что мы мало знаем свой родной язык и иногда не можем высказать свое мнение на своем родном языке. Ежегодной традицией стало наше общество организовывает и приглашает творческие коллективы из Республики Татарстан для выступлений на Донской земле. Сегодня уже касались праздника Сабантуй. Праздник Сабантуй в городе Ростове-на-Дону организуется с 2003 года. Если мы вспомним, что первый год наше мероприятие посетило 23 человека, то в этом году, в 2019-м, более 1000. Наше общество желает расти и изменить масштабы, потому что праздник Сабантуй сегодня ассоциируется с татарами. Если спросить у любого казака донского, что такое Сабантуй, они скажут, это веселье, это гуляние, это праздник национальных татар. Я думаю, была бы польза и для туристического потока, если его сделать в будущем традиционным национальным донским брендом для увеличения числа количества туристов, посещаемости, узнаваемости. Потому что мы знаем, что все любят наш праздник, приходят, участвуют, борются, и им всем нравится. Раньше я стеснялся своего акцента, когда говорил на великом, могучем русском языке. Но сегодня говорю, я не стесняюсь, это мой бренд живущих татар в регионах России. Поэтому хотел бы закончить свое выступление
таким четверостишем нашего великого поэта Рами Гарипова. Халкым тілі, менің хақлық тілі, амнан башқа менің тілім yok. Илін сүймес кіне тілін сүймес, илі юктың ғына тілі yok. Бүгінгі күнде біздің иліміз де бар, тіліміз де бар. На сегодняшний день имеем мы и свой родной язык, и страну, где мирно сосуществуем другими. Уважаемый Василий Юрьевич, Рустам Нургалиевич, с вашей личной поддержки и поддержки ваших команд мы бы те проекты, которые на сегодняшний день претендуем и реализовываем, не смогли бы реализовать. Спасибо вам за поддержку от всех татар Донского края. Я хотел сейчас предоставить слово Надее Хайдаровне, члену правления нашего организации «Я пошла». Основное направление нашей социально значимой общественной организации – это возрождение национальных традиций и сохранение культуры татарского народа, дружба между народами и дальнейшее развитие многонациональной культуры. Чем мы заслуженно гордимся, так это то, что второй год, несмотря на все трудности, работает воскресная школа по изучению татарского языка. И дети сами заинтересованы в ней. Они смогли поставить спектакль на родном языке, учат стихи и занимаются пусть по устаревшим учебникам, но тем не менее в полную силу. Конечно, нашему обществу очень повезло, что есть дипломированные учителя татарского языка Наиля Амазитовна и Эльвира Ришатовна. Помимо воскресной школы, у нас в учебном классе есть библиотека татарских книг, газет. Мы проводим собрания. Идет работа женского клуба, где мы улучшаем навыки в национальных ремеслах. Проводим мастер-классы. Двери от учебного класса открыты для всех поколений. Мы стараемся создать музей татарского быта, постоянную выставку татарской и башкирской культуры. Есть творческие ребята, которые хотят попробовать себя в театре. Вознаграждение, которое мы можем дать нашему активу и членам нашей организации, это поездка в Татарстан. Абсолютно все квоты, что дает Всемирный конгресс татар, мы выбираем в полном объеме. Но это немного человек, а мечтающих посетить республику гораздо больше. Практически в последние годы на каждом мероприятии, которое проводит общество, либо другие национально-общественно значимые организации, задается один и тот же вопрос. Когда же мы поедем в Татарстан? Ведь не только тысячелетняя красавица Казань, но и другие значимые места республики с необычайно древней историей, такие как город Булгар, остров Красный Яшек, вызывают неподдельный интерес у каждого. Это будет драгоценнейший опыт почувствовать все самим, как живут, как говорят, и что думают люди в разных местах нашей бескрайней страны. И мы, жители Донского края, были бы бесконечно благодарны руководству наших регионов за эту возможность. Спасибо вам большое. В настоящий час Равиль Борисович, тоже активный член нашей организации. Добрый день, уважаемый Равиль Юрьевич, уважаемый. В следующем году Республика Татарстан празднует свой вековой юбилей. По всей России пройдут мероприятия, посвященные празднику. Донские татары уже начали подготовку к этой значимой дате. План некоторых мероприятий по Ростовской области, подготовленный татаро-башкирским культурным центром «Яхташлак» земляки, хочу озвучить. На основе разработанного логотипа праздничной символики мы подготовим информационный баннер о юбилее Республики Татарстан, который будет представлен не только на мероприятиях, проводимых в Яхташлак, но и на всех значимых праздниках. Мы планируем разместить стенды о юбилее Республики Татарстан в общественных и публичных местах, таких как библиотека, школы, институты, ДК. Наш город Ростов-на-Дону, как и Казань, стал одним из городов, принимающих чемпионат мира 2018 по футболу. И, конечно, мы планируем провести турнир по мини-футболу, посвященному столетию ТАССР среди национальных культурных объединений области. Планируется создание филиала Федерации ТАТ по Ростовской области. В 2020 году мы планируем организовать просмотр татарстанских фильмов, выпущенных в юбилее республики. Планируем принять участие в организации выездной выставки экспозиции одного из музеев Республики Татарстан в Ростовской области. Планируется выпуск книги «Донские татары в столице», где будут представлены семьи, которые расскажут о национальном блюде и познакомят с историей. Ну и, конечно, все запланированные ежегодные мероприятия общества пройдут с акцентом на юбилейный год. Уважаемые руководители, Хазармин Сюзне, Сюзне Пресс-Инфос, постановляет Хайрлакан Исамусас, Хайрлакан Карматле, Василий Юрьевна, Карматле Милләттәшләр, беренчедән сезнең белән күрешергә бик шат.
Hammaga da esenlik, sog'lik, motor turmushlar tilayman. Albatta, sizning kibak buni aktiv kishilar negizida bizning millatimiz foyda, millat kishilari foyda bilan yashamasalarda ular o'zlarining tili, o'zlarining dini, o'zlarining urf-odatlarini saqlash uchun bek zo'r ishlarni sizga o'sha aktivligingiz uchun, shunday zo'r ishingiz uchun bek zo'r rahmatni aytasim keladi. Kelajakda da shulay birga o'zimizni millatimizni saqlaymiz, birga bo'lsak kuchli bo'lamiz. Kelajakda da shulay Tatar xalqi gurlab tursin. Sizga o'ngishlar barizadi. Я бы слово предоставить Василию Ильичу. По сей день вклад татарской общины в жизнь в области весьма значителен, и этот пласт яркой самобытной культуры, активной общественной деятельности, прочные экономические связи с Республикой Татарстан. Это очень важно, потому что это и есть динамика развития, это и есть основа будущего. Сегодня активное участие принимают в жизни самые разные представители общины. Так, руководитель областной общественной организации Татарско-Башкирский культурный центр Яхтар Слар, земляки, Марсель Расимович Бадбудинов входит в состав консультативного совета по межэтническим отношениям. В текущем году была организована встреча актива Татарской общественной организации Южного и Северо-Кавказского федеральных округов Ростовской области. Знаю, что представители аппарата правительства принимали в этом участие. Важно, что сегодня донские татары сохраняют свою традиционную культуру, язык, песни, танцы. Ну, отдельно бы хотел, может быть, остановиться или обратить внимание, что в многонациональной семье народов Ростовской области всем уже полюбился замечательный праздник Сабантуй, его история тысячелетия. С каждым годом, между прочим, число желающих возрастает, значит, и это здорово. Правительство области поддерживает проведение этого мероприятия. Будем делать это впредь. Эти активисты, они зарплату не получают. У них у каждого своя жизнь, своя работа, своя карьера. Но они патриоты своей национальности. Они активно сотрудничают с Федеральным конгрессом татар, специально есть такой орган у нас, работают с нашей республикой и приносят огромный вклад на своей родине. Татарстан Республикасының фидатар хезмәт өчен медале белән Ростов өлкәсе мөселманнары үзәк диния рәисе, Ростов өлкәсе мөфтие Бикмаев Җәффар Гөлфәр улы бүләкләнә. Татарстан Республикасы Президенты буйрыгы нигезендә татар халкының рухи, әхлакый һәм мәдәни традицияләрен саклап калуга һәм үстерүгә өлеш кертүләре өчен Ростов өлкәсенең якташлар татар-башкорт мәдәни үзәге иҗтимагый оешмасы идарәсе әгъзаларына Татарстан Республикасы Президентының рәхмәте белдерелә. Алтынбаева Раилә Шәүкәт кызына. Курматаева Надия Хәйдәр кызына. Илдар Гыйльмебаян улына. Ростов өлкәсенең якташлар татар-башкорт мәдәни үзәге иҗтимагый оешмасына Татарстан Республикасы Президентының махсус бүләге. Халкыбызның иң матур 1500 елын үз иченә алган DVD караоке һәм милләтебезнең күп гасырлык тарихын үз иченә алган җиле томлык татар тарихы җыелмасы тапшырылды. Я хочу пожелать процветания. На самом деле мне очень приятно, что динамика изменения и все, что делается во благо тех людей, которые здесь живут, работают. Василий Ильич, вам успехов. Благодарю с вами, что все татары процветают. Спасибо большое.